Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Ваша личная жизнь в июне. Какой будет, что ждет, кто придет, кто что будет вам предлагать. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, эмоций будет через край. Очень много волнений, любовного характера, переживаний и каких-то любовных приключений. У вас, кстати, и поездок будет много в этом месяце. Поездок, причем поездок в сопровождении. Либо в этих поездках вы будете знакомиться с какими-то людьми интересными. Там, ухажерами, либо, как знаете, дружиться будете с кем-то, да, за вами явно будут ухаживать, к вам люди будут тянуться. Да, ну давайте пойдем по порядку. Перво-наперво, смотрите, за вами кто-то начнет ухаживать, причем ухаживать очень навязчиво. Поначалу это будет забавно, а потом это может быть проблемой. Если вы вовремя мужчине не откажете, не укажете, скажем так, на дверь, то мужчина может принять ваше молчание как за согласие. Да? Человек прям будет навязывать себя, свою любовь, да, свои сердечные переживания и ходить за вами хвостиком. Поначалу, опять же, да, это забавно, а потом это проблема. Проблема, да, потому что он очень надоедливый, потому что вы его, например, не хотите. Да, вам приятно с ним общаться, но вы не хотите более серьезных отношений. Потом очень сложно будет от него отделаться. Так что имейте в виду, если человек начал ухаживать, вы понимаете, что нет, не мой вариант, сразу говорите ему об этом. Говорите, не стесняйтесь, да, указывайте на дверь. Так, и еще. У кого-то, кстати, отыграется, что мужчина, который начнет за вами ухаживать, он либо ментально, либо по возрасту гораздо младше, чем вы. Вот. И очень такой восприимчивый, липучий человек. Как репешок такой прицепился, и попробуй от него избавься. Так, у кого-то бывший на пороге. Бывший, причем тот, кто вам много боли причинил. Там слез много выплакали, боли причинил. Человек достаточно пафосно ворвется в вашу жизнь. Типа такой а-ля победитель. Человек, который нисколечки не поменялся, только немножко, может быть, преобразился. Может быть, там новую одежду приобрел, там машину новую купил. Ну, такой, знаете, показушник. Прям летит в вашу жизнь на всех парах. Желание, ну, скорее всего, вернуть вас хочет, либо попытается вас вернуть. Но это как то, что он будет транслировать. А по факту мысли у него не очень хорошие. Вот каким он был, таким он и остался. Эгоист, потребитель и хайпажор, да, любитель своих удовольствий, ему больше ничего не надо. Вот хочу, должен получить. Не могу получить, сижу, рыдаю. Такой человек. Будьте поаккуратней. С бывшими особенно будьте поаккуратней. Так, еще, как я говорила, да, какие-то вам тут дороги, поездки, кто-то прям далеко будет ездить, кто-то часто будет ездить. У вас, ну, опять же, кто-то сопровождает, либо вы всегда находите себе компанию интересных людей. И вам будут очень нравиться эти поездки, ведь именно в этих поездках за вами будут ухаживать, с вами будут максимально галантные, вежливые, такие джентльмены вам будут попадаться. А у кого-то из девчонок отыграется, что какой-то мужчинка будет вас возить, подвозить, да, на своей машине. Это будет очень приятно. И смотрите, идет такой момент, что вы
ну вот как женщина раскрываетесь, расцветаете, вам приятно, что хороший человек, обходительный, либо хорошие люди рядом с вами комплиментят, заботятся, в общем, проявляют себя вот именно по-джентльменски. Это очень приятно. Кстати, у кого-то отыграется как новая компания, да, возможно, вы будете посещать какую-то компанию, каких-то людей, да, с кем-то встречаться, проводить вместе время. Очень вам там будут рады. Да и вы, опять же, да, у вас будет возможность, например, проявить себя, там, принарядиться, получить хорошие, добрые слова в виде комплимента, в виде, может быть, даже какого-то предложения. То есть вам будет это все нравиться. Для тех, кто у меня в паре в браке, ну, я честно скажу, да, мужчине вашему будет некогда. Некогда, потому что у него работы много будет. Много дел, много работы, большая ответственность, загруженность. Мужчинка, знаете, как мне идет, еле-еле ножки волочит, да. Там, ушел рано утром, наработался, и вот он еле-еле ползет до дома. Здесь девчонки могут скучать. Скучать, ну, понятно, да, вы привыкли к активному образу жизни, возможно, у вас с мужем было много там дел, забот, а тут он такой весь вяленький, потухший, уставший. Девочки, не трогайте его, пожалуйста, у него действительно какая-то сверхнагрузка идет. Пусть он себе потихонечку работает, вы обеспечите ему уход. Уход, хорошее питание и лишний раз старайтесь его не трогать. Ведь денежки он зарабатывает для вас и тратить он будет на вас, на семью, на деток на ваших. Вот, молодец, похвалите, похвалите и пожалейте его. Я вижу, что мужчина здесь молодец. Нет никаких там задних мыслей, нет никаких-то там друзей, собственных там развлечений, увлечений, других женщин нет. Вот он в работе, на работе потихонечку там шуршит, работает и очень сильно устает. Так, еще здесь вот кто-то из девчонок уедет, ну я не знаю, уедет, наверное, на дачу. Да, женщина, вот кто-то переезжает на дачу, какой-то домик, какое-то место. Скучное место мне идет, скучно, да, либо вы думаете, ой, я там приеду, буду скучать, господи, что я там буду делать, да, либо наоборот вы думаете, ой, хочу в такое тихое, спокойное место, где меня никто не будет трогать, я там книжку почитаю, там дела свои поделаю. Я вам так скажу, не получится, не получится. У вас какая-то взрывная активность идет в том месте, где вы окажетесь. Взрывная активность у вас. Какие-то подруги, какие-то друзья, может быть, даже какие-то школьные друзья. У вас тут люди всплывают разные, с разных периодов вашей жизни. И вам, значит, покою не дадут. Очень много идет разговоров, переписок, разговоров, ну, опять же, личных встреч и общений. Кстати, кому-то даже судьба возглавить какое-то общественное движение. То есть вы на себя примерите, ну, скажем, роль лидера, да. Вам будут предлагать, либо вы сами вызоветесь, неважно. Важно, что вы будете постоянно в окружении людей. Вот что мне идет. Люди, прям калейдоскоп из людей у вас происходит. Идет очень интересное знакомство в профессиональной сфере. С кем-то вы познакомитесь. То есть человек, ну пусть там, доктор, да, либо человек, там, бухгалтер, человек, юрист, человек, не знаю, там, на службе состоит, да, может быть, работает он в государственной организации. У вас идет знакомство. Знакомство идет на негативной нотке, но потом это все перерастет в общение, в дружбу, и у кого-то прям в любовь перейдет. Причем это все будет, как, знаете, резко меняться, да. Сегодня мы поругались, завтра помирились, послезавтра подружились. Там еще через 5 дней уже друг к другу тянет очень сильно. Идут такие любовные приключения, назовем их так. Единственное, что меня смущает, возможно, этот человек не свободен. Не свободен в принципе, либо не до конца свободен. Но у кого-то явно будет, как говорится, служебный роман, причем очень страстный, очень яркий, и вот все очень быстро происходит, как молниеносно происходит. Прям сами от себя в шоке будете, да, как вы с этим человеком быстро сойдетесь. Как вы друг другу будете принадлежать, да, в объятиях друг друга будете гореть.
Тут вам нужно проявить максимальную аккуратность, потому что у вас из-за связи с несвободным человеком могут быть достаточно серьезные проблемы. Здесь и сплетни могут ходить, и, знаете, как там, придет права качать женщина, там, обидеть вас может. Поэтому, мои хорошие, чем тише вы будете любовь свою проявлять, тем будет лучше. Я не вижу, что вы думаете о серьезном. Нет, вы просто в пылу этих страстей. Вам нравится наслаждаться друг другом здесь и сейчас. То есть вы полностью отдались этой страсти, и, как говорится, пусть мир подождет. Так, еще в личном. Для тех, кто работает в мужском коллективе, либо мужчина у вас начальник. Мужчина может как-то себя странно вести. Да, там коллега, либо начальник может придираться, может цепляться, может вас критиковать, кого-то даже штрафовать может. Этот мужчина бесится от того, что он в вас влюбился. То ли ему нельзя вас любить, то ли как бы вы не свободная женщина, да, как бы понимает для себя, что вы не примете его и не примете его любовь. И вот таким дебильным образом этот человек пытается вас, либо себя от вас отстранить, да? То есть критикуя вас, чтобы никто не догадался, что он в вас влюбленный. Вот кто больше всего будет фыркать на вас на работе, вот тот человек и любит вас, да, тот человек влюбленный. Опять же, у кого-то может даже отыграться, что какой-то сосед начнет вам претензии предъявлять. Это не претензии, это его чувства к вам. Вот злится он и на себя, и на вас, и на обстоятельства, поэтому ведет себя как ненормальный, да, с какой-то критикой, с претензиями, с замечаниями. А вы так и подумайте, что ты ко мне прицепился, да, что тебе вообще надо от меня? Ну вот, любовь. Вот. Смотрите, мои хорошие, кому-то из вас под самый конец месяца идет судьбоносная встреча, судьбоносное знакомство. Но единственное, вот сразу хочу предупредить, да, вы либо познакомитесь и сразу же расстанетесь, либо у вас знакомство, оно в интернете будет, да, у вас нет общего контакта и нет личных физических встреч. Вы сразу поймете, о ком я говорю, потому что вас как током прошибет, да, вот вы увидите этого человека и все сразу поймете. Либо вы, может быть, там в интернете аватарку увидите, либо он вам что-то напишет, и вы сразу поймете, что это именно он, ваш судьбоносный мужчина. Грустно, конечно, что вы не вместе, да, но прекрасно, что вы обмениваетесь птицами. Мы смотрим на 1 месяц, да, так что не расстраивайтесь. Значит, в июне вы познакомитесь, ну а дальше, я так понимаю, по этим птицам у вас обязательно будут и разговоры, и переписка, и встреча. Это все будет немножечко попозже. Главное, что произойдет это знакомство. Мужчина достойнейший. Мужчина, как, знаете, воплощение вашей мечты про идеал. Идеал. Вот с кем бы я хотела бы быть. Вот какого мужчину я вижу рядом с собой. Для вас это все будет как будто бы во сне. Вы как щипать себя будете, да? О Боже, я не верю, что такого мужчину повстречала. А у мужчины очень сильные ответные чувства. Ну, вы как друг друга транслировать будете. Вот все, что вы будете думать, чувствовать, ощущать, он будет за вами повторять, но в каком-то даже, я бы сказала, двойном размере. Неизгладимые впечатления друг на друга произведете. И знаете, как сразу друг другу в сердце западете. Очень хорошая ситуация. Но этот мужчина — это судьба. Судьба, вот знаете, по судьбе. И встретиться, и познакомиться, и иметь с этим человеком отношения. Очень хорошая отсыпка, мои милые. На этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.